Привет, девчонки! Это снова «Зеркальце», программа для самых модных и стильных девчонок. Мы, как всегда, полны новых идей и спешим поделиться ими с вами. Меня зовут Юля, а помогает мне сегодня Адель. Привет! Какая у тебя сегодня оригинальная прическа? А мне получится сделать такую же? Конечно, вот именно этим сегодня и займемся. Девочки, присаживайтесь поближе к нам. Мы начинаем. Каждая девчонка хочет выглядеть не только красиво, но и модно. Поэтому сегодня я решила поделиться с вами секретом одной из ультрамодных сейчас причесок, так называемого пучка. А его сложно сделать? Вовсе нет. Весь процесс создания не должен занимать более 15 минут. При этом его сделать очень легко. А что помогает создать такой объем? Есть маленькая хитрость. Для создания объема профессионалы используют вот такой бублик. Вот я принесла его, чтобы показать, но сегодня он нам не понадобится. Мы будем использовать нечто другое, иное. Что это может быть? Та-да-да-да! Но это же носки. Это не просто носки. Это одинокий старый брошенный носок, который валяется в ящике, и вы уже давно не знаете, что с ним делать. Мы подарим этому носку вторую жизнь. И он еще долго будет жить и радоваться вместе с нами. У меня есть пара таких носочков. Девочки такие найдутся. Главное блондинкам, как я, использовать светлые, а брюнеткам потемнее. А то если на улице подует ветер, кто-нибудь может заметить, что у вас на голове. Для прически пучок нам понадобится Одинокий носок, мне светлый, а Аделе потемнее. Почему, мы уже объяснили. вот такая обычная резинка для волос. Ножницы, расческа, невидимки и лак для волос. С чего начнем? А начнем мы с ножниц. Берем ножницы и отрезаем кончик носочка. Какой следующий шаг? Берем носок и выворачиваем его вот таким образом. Вот такой пончик получился у меня. Отлично! Близнецы нашего профессионального пончика готовы. Ну что, Адель, готова к преображению? Мне уже не терпится увидеть тебя в зеркале в новом образе. Девчонки, смотрите внимательно и учитесь. Для начала расчешем волосы по всей длине. Чтобы легче это делать, начнем с кончиков. Затем берем обычную резинку и собираем волосы в конский высокий хвост. Зализываем все волосы, чтобы не было петушков. Я не люблю слишком приглаженные волосы. Ах, вот как? Тогда мы сделаем тебе объем впереди. Вот таким образом. Вот хвост готов. Теперь берем наш бублик, просовываем его, наш хвост, на кончик хвостика. Здесь закрепляем вот таким образом. И начинаем накручивать наши волосы на наш бублик.
Вот таким образом внутри. Теперь все это дело нужно закрыть и лаком для волос. Такой пучок смотрится сам по себе тоже оригинально, но можно его дополнить аксессуарами. Сложно отыскать более уникальный, чем узел из волос. Совершенно неважно, нравятся тебе закрученные сбоку или сверху красивые пучки из волос, предпочитаешь высокий или низкий узел, а может ты отдаешь предпочтение строгому варианту или наоборот небрежному узлу, украшенными аксессуарами. В любом случае с этой прической ты сможешь с легкостью отправиться в школу, на прогулку с друзьями или даже на пляж. Подобным образом можно уложить как длинные волосы, так и пряди средней длины. Главный козырь подобной укладки в том, что ты всегда выглядишь стильно, аккуратно и элегантно. Вот и все. Адель, теперь можно смело смотреться в зеркальце. Милые девочки, летом волосы подвержены нагрузкам не менее, чем зимой, поэтому мы дадим вам несколько советов по уходу за ними. Не ходите без головного убора, воспользуйтесь панамой, кепкой, шляпой или платком. Это не только защитит ваши волосы от солнечных лучей, но еще выглядит достаточно стильно. Материал головного убора должен обязательно дышать. В жару не пользуйтесь феном. Пунктом является ваше полноценное питание. Волосы также нуждаются в витаминах. Если же вы на диете или просто нет аппетита, можно принимать витаминные комплексы, которые специально разработаны для здоровья ваших волос. Ну вот и все, Адель. Прическа, сделанная при помощи пончика носка, получилась очень объемной и пышной. Дорогие модницы, надеюсь, сегодняшний мастер-класс по прическе вам понравился. Но наше время подошло к концу. А ваше только начинается. До скорых встреч в нашей мастерской. Пока! Увидимся в зеркале.